Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. И по традиции расскажем о самых главных событиях сегодняшнего выпуска. В День семьи, любви и верности 6 семейных пар из Абхазии наградили медалью. Об истории создания службы и подготовки специалистов рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицинин на пресс-конференции, посвященной 20-летию ведомства. Образ будущего парламентария обсудили в Сухуми на круглом столе, организованном партией «Единая Абхазия». В курорте Пицунда, кафе-баре «Парус» состоялся премьерный показ иммерсивного спектакля «Сны города Пицунды». Президент Абхазии Бадыр Гунба встретился с заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым. Приветствуя гостя, президент отметил, что визит сопряжен с проведением большой совместной работы. Бадыр Гунба подчеркнул, что все ранее заявленные проекты реализуются в соответствии с намеченным графиком. В частности, речь шла о таких ключевых проектах, как реконструкция и строительство детской больницы, а также об инфраструктурных проектах. Рад вас приветствовать. Действительно, ваш приезд сопряжен с большой, огромной работой, которую мы проводим совместно. Действительно, при всей непростой ситуации, все, что мы заявляли ранее, все те проекты, которые стартовали, такие ключевые проекты, как и реконструкция, строительство детской больницы, вопросы, связанные с инфраструктурными проектами, все идет в запланированной повестке в рамках и форума экономического, прошедшего в Абхазии, были намечена дорожная карта по развитию и предоставлению программы льготного кредитования. Сегодня, как раз таки, пользуясь случаем, есть вопросы, которые необходимо будет обсудить по программе льготного кредитования. И ряд других вопросов, которые являются очень важными, значимыми в рамках совместной реализации. Искренне благодарны президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Широкий круг вопросов нашего взаимоотношения мы обсуждали на встрече 9 мая. И ряд конкретных поручений и решений уже есть. И в рамках тех поручений, которые были направлены после нашей встречи, они активно сейчас прорабатываются. Уважаемый Бадыр Зурабович, Владимир Валерьевич, действительно у нас достаточно конструктивная работа идет. И тут, несмотря на сложности или на что-то, она благодаря вашей команде, коллеги активно двигаются в направлении точно благополучия в республике. И если брать какую-то ретроспективу небольшую, соответственно, те успехи, которые есть, даже с точки зрения каких-то простых экономических показателей, и доходы, и валовый продукт, все это растет и растет темпами, мягко говоря, даже не проценты, а разы. Те поручения, которые были даны нашим президентом с точки зрения поддержки инвестиционных проектов, и ряд поручений, которые сейчас в стадии реализации, наша цель на сегодняшний день вместе, то, что мы обсуждаем в режиме видеоконференции, это как можно быстрее этот процесс запустить. Уже, собственно, у нас полугодие прошло, и второе полугодие, высокая степень готовности, будем так говорить, мы детали еще сегодня обсудим для того, чтобы, условно говоря, уже стартовать, потому что все для этого есть, и я думаю, что это будет как раз такой весомый вклад в дальнейшее развитие. Вопросы взаимодействия с Республикой Абхазия в сфере социально-экономического сотрудничества обсуждались на встрече премьер-министра Абхазии Владимира Дылба с Сергеем Назаровым. В совещании также участвовали начальник УКС Дамир Гамисоня, министр экономики Теймураз Микваби. В очередной раз ваш приезд связан с социально-экономическим развитием. Будем сегодня обсуждать ход реализации инвестпрограммы, инфраструктурные проекты, прежде всего связанные с автодорожной инфраструктурой, энергетикой, другие вопросы, связанные с ходом реализации государственной программы 2630. Поэтому повестка достаточно широкая, очень обширная. Предварительно мы
согласовали ряд позиций с президентом, поэтому мне кажется, что достаточно конструктивно мы обсудили ряд вопросов по тем, на которых надо нам тут совместно сделать акцент, исходя из того, что Владимир Владимирович, там то, что касается дорог, подготовительной работы, подготовки, соответственно, ресурсов материальных, там, того же битума. Мы говорили там о неплохой динамике в целом развития республики. И те направления, которые инвестиционные, которые мы с вами обсуждали, и фактически по ним там подготовлена так или иначе нормативная база, это льготное кредитование российскими банками. И надо скорейшим образом запустить этот процесс, представить официально все эти проекты, чтобы можно было как можно быстрее начать отбор проектов, закончить его и начать реализацию. По крайней мере, чтобы были уже решения кредитных комитетов, банков, чтобы этот процесс уже начался. Также, на мой взгляд, очень тема актуальная, которую мы должны условно пощупать востребованность и эффективность, это МСП. Это малые и средние предприниматели, которые должны получить возможность кредитования. У нас достаточно большой объем денег на субсидирование ставки заложен. И понятно, что нам надо там максимально сейчас отобрать банки и начать этот процесс, посмотреть, как в этих условиях будет востребована эта норма. Может быть, ее подкорректировать, исходя из ситуации. Это направление, на мой взгляд, там оно самое такое массовое и должно быть сильно востребовано. В кабинете министров обсудили актуальные вопросы регулирования и развития туристической отрасли. Министр туризма Астамур Логуа представил информацию о текущей ситуации на туристическом рынке. В частности, рассказал об особенностях внутренней и внешней конъюнктуры, включая волнующую многих граждан тему с ценообразованием. Участники совещания детально рассмотрели ряд инициатив и предложений, выдвинутых депутатами парламента и представителями органов исполнительной власти. Была отмечена необходимость принятия системных усилий, направленных на общее увеличение туристического потока и расширение длительности курортного сезона. По итогам встречи принято консолидированное решение сформировать единый пакет предложений, направленных на эффективное решение текущих экономических и отраслевых задач. Особое внимание также было уделено установлению механизма справедливой конкуренции в экономике в целом. Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась. Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка, видимо, нанесет в ближайшее время новые удары по Ирану. Помимо этого заявления, американский лидер также подтвердил, что сделка по прекращению огня с Тегераном завершена. Я больше не хочу иметь с ними дело. Они отребье. Вы знаете, что такое отребье? Вот они отребье. Они больные люди. Ими руководят больные люди. И сами они злобные, жестокие люди. С ними явно что-то не так. Они чокнутые. На мой взгляд, с переговорами покончено. Иметь с ними дело — это просто пустая трата времени. Напомним, в ночь со вторника на среду США нанесли удары по Ирану. В заявлении американской стороны сказано, что ночные удары стали ответом на атаки Ирана на 3 торговых судна, следовавших через Ормузский пролив. Уже рано утром в среду Иран нанес ответный удар, в результате которого были поражены 85 военных объектов США. Подробности в материале корреспондента RT из Ирана. Последние угрозы президента США Дональда Трампа нанести серьезный удар по Ирану появились после того, как он ранее объявил о том, что соглашение о прекращении огня с Ираном больше не действует. Он также обвинил Иран в затягивании времени в процессе переговоров. Последнее заявление президента США сделано после того, как американские военные атаковали 80 целей внутри Ирана, в частности на юге страны, а также в Ормузском проливе. США заявили, что новые удары
удары по различным целям внутри Ирана стали ответом на атаки Ирана против коммерческих судов, пытающихся незаконно пройти через Ормузский пролив. В то же время Иран заявил, что в действительности удары были нанесены в ответ на атаки именно США. Целями иранских ударов стали военные объекты и базы США в регионе, в частности, военно-морская база США в Бахрейне и авиабаза в Кувейте. Тем временем Кувейт уже осудил ответные удары Ирана. В заявлении сообщается, что последние ответные удары поставили под угрозу жизни гражданских лиц. Новый виток эскалации происходит на фоне того, что Оман также осудил ответные удары Ирана по различным целям в регионе, особенно по военным позициям США в Бахрейне и Кувейте. В июне Оман и Международная морская организация ООН объявили о временном коридоре для эвакуации судов, застрявших в Персидском заливе под контролем Соединенных Штатов. Конечно, Иран отклонил этот шаг, заявив, что он не был скоординирован с иранской стороной, и в соответствии с меморандумом о взаимопонимании Иран и Оман должны были провести переговоры по вопросу будущего управления и контроля над Ормузским проливом, и что любой вид безопасного прохода через пролив должен быть полностью согласован с иранской стороной. В то же время Корпус стражей Исламской революции вновь подтвердил, что единственным безопасным маршрутом для транзита торговых судов через Ормузский пролив являются те пути и проходы, которые определены Тегераном. Одновременно с этим Министерство финансов США вновь ввело санкции на иранскую нефть. И это, по словам Ирана, еще одно явное нарушение меморандума о взаимопонимании, подписанного между Тегераном и Вашингтоном. По данным Министерства финансов США, этот шаг является ответом на атаки Ирана на торговые суда, пытающиеся пройти через Ормузский пролив. Конечно, для Ирана это нарушение соглашения о прекращении огня и меморандума о взаимопонимании, поскольку в соответствии с меморандумом Иран имеет преимущество в фактическом разрешении прохода судов, и любой проход должен осуществляться с полной координацией со стороны Ирана. А пока нам остается только ждать и наблюдать, продолжится ли эскалация в ближайшее время, или дипломатия сможет снизить напряженность между Тегераном и Вашингтоном. МИД Абхазии осудил теракт в Дамаске. Взрыв прогремел в центре сирийской столицы 7 июля. Пострадали минимум 18 человек, включая 4 полицейских. В это время в Сирии с госвизитом находился президент Франции Эммануэль Макрон. Теракт произошел рядом с отелем, где он остановился. Самого Макрона в этот момент в здании не было. Он вел переговоры с президентом Сирии. Особенно тяжелые чувства вызывает тот факт, что это бесчеловечное преступление, приведшее к тому, что пострадали ни в чем не повинные люди, было совершено в самый разгар визита высокого гостя, что подчеркивает его провокационный и циничный характер, говорится в ноте МИД Абхазии. В абхазском внешнеполитическом ведомстве выразили уверенность в том, что усилиями правительства и мирового сообщества виновные в теракте понесут наказание. Об истории создания службы, сотрудничестве с российскими коллегами и подготовке специалистов рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициднян на пресс-конференции, посвященной 20-летию ведомства. Подробности в материале на Лычхиндере. 20 лет назад в сердце Абхазии появилось ведомство, которое готово прийти на помощь в любой момент. За плечами МЧС Абхазии сотни спасенных жизней. Домчаться до пожара, стихийного бедствия, аварии, рисковать собой ради других людей могут и умеют сотрудники МЧС Абхазии. Но больше всего запоминается, когда особенно касаемо детей. Поэтому мы всегда просим и говорим, в первую очередь следить за детьми, контроль. В основном все чрезвычайные ситуации — это человеческий фактор, это халатное отношение. Вы видите ситуацию, связанную с дронами, которые случайно попадают на территорию Абхазии. Мы до этого занимались со школьниками в случае пожара, в случае, не дай бог, землетрясения, как они должны вести себя, что делать. И у меня ребята после академии, им было поручено где-то и преподавать по мере возможности, если школа не против. И по всей Абхазии мы все не можем охватить, но
по мере возможности такая работа велась и ведется. Изначально Управление по чрезвычайным ситуациям республики было основано при Министерстве обороны в 2006 году. Буквально через год вошло в состав Кабинета министров, как самостоятельное ведомство. За эти годы министерство прирастало новыми структурными подразделениями. В МЧС есть даже своя бригада скорой помощи. Так пошагово шли. Конечно, были проблемы, но мы их не замечали, потому что было огромное желание сделать что-то хорошее, нужное, потому что на тот период не было таковой спасательной службы. Благодаря нашим коллегам, нашим друзьям, коллегам Российской Федерации, они понимали суть, потому что сами прошли, можно сказать, с нуля, создавали эту службу. Конечно, я получал оттуда огромную поддержку. За 20 лет МЧС Абхазии укрепила свои позиции, повысила уровень профессиональной подготовки своих сотрудников, которые прошли сотни учений, участвовали в масштабных спасательных операциях, становясь настоящими героями своего дела. Также МЧС Абхазии имеет особую связь с российскими коллегами. Первый набор в профильные вузы МЧС России состоялся 16 лет назад. На данный момент несколько спасателей МЧС Абхазии обучаются в рядах МЧС России. Также в Крым отправлены водолазы на повышение квалификации. Вот на сегодняшний день около 90 человек закончили академию. И еще у нас там учатся. И в этом году 9 человек поступило. И каждый год мы стараемся туда отправлять. Всегда не хватало скорой помощи, оказания быстрого реагирования. Не за то, что кто-то плохо работал, но и возможности не было. И потом не хватало медиков. Особенно это было заметно, когда начался ковид. Вот. И поэтому мною было решение найти выход, как договориться с каким-либо медицинским университетом. Помогли наши друзья в Ярославле, я договорился, и по сей день у нас там учатся уже 13 человек с 2021 года. Уже скоро ждем готовых реаниматологов, хирургов. Это очень важно. Все эти 20 лет ведомство возглавляет генерал-лейтенант Лев Квитинья. Кто, если не мы, придет на помощь, говорит сам министр. Нам доверяют, на нас рассчитывают. По словам Квитинья, спасатели – это особые люди, которые готовы жертвовать собой. Если быть до конца открытым, я потихоньку уже буду думать, уже думаю об этом. Я думаю, что это не за горами, чтобы возглавили уже молодые, уже и опыт, и знания, и так далее, чтобы уже есть готовые ребята. Конечно, тяжело вот так вот все бросить, но я не планирую бросать, я всегда буду рядом. Я честно признаюсь, не так просто быть руководителем именно нашей службы. К весьма значимой работе в истории МЧС можно отнести гуманитарные акции в Донецкую и Луганскую народные республики и другие регионы России. А также особым испытанием стала эпидемия коронавируса, где сотрудники несли круглосуточное дежурство в карантинной зоне на государственной границе, перевозя тяжелобольных с честью, справляясь со всеми задачами. Нала Чхинджерия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Начался прием заявок по программе поддержки и кредитования малого и среднего бизнеса в Абхазии. Он продлится до конца месяца, сообщает Министерство экономики. В рамках программы абхазские банки смогут выдавать предпринимателям льготные кредиты по ставке не более 10% годовых. Сумма кредита от 500 тысяч до 50 миллионов рублей. Срок 5 лет. Ставка останется неизменной. Для сохранения этих выгодных условий часть процентной ставки компенсируется за счет средств республиканского бюджета.
Образ будущего парламентария обсудили в Сухуме на круглом столе, организованном партией «Единая Абхазия». В мероприятии приняли участие представители органов власти, действующие депутаты, члены Золотого созыва парламента, Общественной палаты, эксперты и СМИ. Ирена Бакателя расскажет детали. Парламент – это живой организм, поэтому важно, чтобы он мог функционировать в соответствии с теми запросами, которые имеются сейчас в обществе. И именно поэтому темой сегодняшнего круглого стола, организованного «Единой Абхазии», стало видение того, каким должен быть парламентарий в современных реалиях. Этот круглый стол задумывался не ради дежурных отчетов или готовых шаблонов, отметил, открывая встречу, председатель партии Алхас Барзани. Прозвучал откровенный и содержательный разговор о том, как качественно изменить парламент. Ведь Народное собрание – высший законодательный орган страны, ключевой институт, от решения которого напрямую зависит успех и будущее всего государства. Сегодня, к сожалению, в составе Народного собрания практически не представлены учителя, врачи, ученые, деятели культуры, работники сельского хозяйства, те, чей ежедневный труд напрямую связан с жизнью людей. Это создает разрыв законодательной власти и реальными потребностями граждан. Сегодня само время формирует запрос на парламент нового качества. Перед Абхазией встают новые вызовы, требующие ответственных и в то же время быстрых, выверенных решений. Невозможно построить будущее, забыв о прошлом. И именно поэтому участники дискуссии не единожды возвращались к истокам, к легендарному Золотому парламенту созыва 1991 года. Если тогда главным вопросом была борьба за независимость Абхазии, то сегодня на кону стоит сохранение идентичности народа. Когда люди в целом убедились, что основной костяк парламента готов бороться, готов идти вперед, конечно, тогда у нас сформировалось единство взглядов в парламенте, что для нас чрезвычайно было важно. Ведь парламент тогда выполнял не только функции, скажем, представительские, да, законы приняты. Нам пришлось выполнять роль правительства, значит, исполнительного органа и так далее. Это был единственный орган, который занимался вопросами военного строительства, ведения войны, значит, всеми делами, начиная от питания детей до, значит, госпиталя и так далее, лекарств, масса всех проблем. Главной особенностью Золотого созыва стало единение общества. В единый блок сплотились представители абсолютно всех этнических групп Абхазии. Это были Юрий Воронов, возглавивший Славянский дом, Альберт Тополян от армянской общины, Николай Патулидия от греческого общества и, конечно, абхазское народное движение Айтгалара. Такое сплочение помогало одерживать важнейшие политические победы. Кандидаты шли на выборы не ради денег или укрепления личного статуса. Люди шли служить идее и государству. Нам нужна особая мудрость наших государственных деятелей, людей, которые будут в парламенте определять судьбу страны, пройти этот период так, чтобы сохранить наше общество, сохранить нашу независимость и развивать нашу страну. Поэтому люди нужны патриотичные, как я сказал в первую очередь, грамотные. И хорошо было бы предлагать кандидатуры людей, которые нужны в этом парламенте по тем или иным направлениям. Самые лучшие специалисты нашей страны должны быть там, потому что самое сложное время мы живем. Представители Общественной палаты напомнили, что перед масштабным гражданским форумом они провели целую серию экспертных встреч. На них поднимались острейшие проблемы демографии и развития сельских территорий. Однако фундаментом для решения любой из них остается конституционно-правовая реформа. Мы были убеждены и сегодня убеждены в том, что в данном историческом периоде, в данном становлении и развитии нашего государства, и в частности парламентаризма, мы подошли к такому моменту, когда нам необходимо перейти на этом этапе, подчеркну, к смешанной избирательной системе, для того, чтобы дать возможность партиям начать открыто продвигать своих, значит, кандидатов в высший законодательный орган страны. Мы говорили о том, что необходимо поменять принцип и порядок формирования парламента. И не просто так. Что это даст? На наш взгляд, мы это обосновывали. Во-первых, это даст возможность обеспечить
более широкий спектр взглядов. По мнению депутата парламента Дмитрия Маршан, сегодня парламент не обладает достаточной автономией. Сегодня у нас система сильно вертикальной властью президентской, которая всегда будет хотеть под себя подмять другие институты власти. И, к сожалению, власть, когда подменяет за собой, значит, другие институты власти, она в эту ловушку, в капкан попадает. Почему? Потому что она другие, значит, мнения, она оставляет за бортом, в основном на улице. Потом эта точка, значит, нарастает, и мы получаем что? Значит, получаем очередной, да, какой-то переворот, к сожалению. И от того, что мы поменяем систему выборов, это ничего, ну, на мой взгляд, это ничего не поменяет. Нужно менять всю систему. Нужно усилять прежде всего, я считаю, местное самоуправление. До выборов в Народное собрание Абхазии остается 9 месяцев. И каким будет новый созыв парламента, в любом случае зависит от каждого из нас. Ирина Богателия, Давид Хашик, Абхазское телевидение. 6 семейных пар из Абхазии наградили медалью за любовь и верность. В День семьи и верности представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с посольством России провели традиционную церемонию вручения медалей и грамот за любовь и верность. Репортаж Гугу Цивардани. Держимся друг за друга, смотрим друг за другом, особенно уже в нашем возрасте. Быть вместе больше полувека – редкий дар и огромный труд. Супруги Абраменковы делят радости и невзгоды уже 62 года. Евгений Михайлович родился на Смоленщине, а Раиса Антоновна – в Ткварчале. Именно здесь, в шахтерском городке, началась их семейная история, где они живут и сегодня. Судьба соединила два сердца из разных уголков огромного Советского Союза. А сегодня в их руках заслуженная награда – медаль и грамота за любовь и верность. Как вы познакомились? Познакомились мы так, когда в школу ходили, тогда была практика. На практику нас посылали на производство. И там я познакомились с ним, он в гараже работал. И как-то так завязалось, здравствуй, здравствуй. Потом его взяли в армию, он пришел с армии и стал за мной ухаживать. 2 года ухаживал, а потом мы поженились. У Абраменковых 2 детей, внуки и правнук. На вопрос, в чем секрет их семейного долголетия, супруги отвечают просто: в уважении и терпении. Именно этого они искренне желают молодым парам. Что вы пожелаете молодым парам, которые только... Самое главное, вот семейного счастья, семейного благополучия, чтобы уважали друг друга, потому что жизнь не успеешь оглянуться, девочки, как уже подходим к финишу. Все, всем только хорошего хочу. Анатолий Марколя и Кама Джопо вместе 46 лет. Анатолий Иванович – известный абхазский и российский ученый, заслуженный деятель науки республики, директор Сухумского физтеха. А его супруга Кама Рушниевна – первый диктор абхазского телевидения. Несмотря на яркую и успешную карьеру, она приняла главное решение – посвятить себя семье. Сегодня у них 2 сыновей и 5 внуков, для которых дедушка и бабушка – главный пример в жизни. Чествуют семьи, которые, по мнению представителей Россотрудничества и посольства, являются теми семьями, которые можно награждать публично, благодарить их. Мы, в свою очередь, очень благодарны, что попали в этот список, и что мы все вместе, народ России, народ Абхазии, мы все вместе единым таким чувством должны друг друга защищать. Чествовать такие крепкие союзы в посольстве России в Абхазии уже стало доброй традицией. Медали вручают парам, которые прожили в счастливом браке больше четверти века. Торжественная церемония проходит здесь с 2010 года. За это время награду получили 68 семей со всей республики. В этом году ее получили 6 пар. Многие достойные, здесь уже назывались, были удостоены, но я хочу подчеркнуть, что сколько много было бы семей еще награжденных, если бы не была наша Отечественная война. И среди тех пар, чьи дети героически сражались и принесли нам победу и независимость, были Анжела Исаханян,
Фируза Чамагуа, многие. Вот я, знаете, как это очень приятно, потому что когда отмечают именно такие пары, чьи дети, собственно говоря, принесли нам свободу и независимость. История каждой из этих семей похожа на захватывающий роман. Они вместе преодолевали трудности, радовались победам и шли только вперед. Разделить этот праздничный день с виновниками торжества пришли дети, внуки, правнуки и, конечно, почетные гости. Теплые слова звучали от членов правительства, городской администрации. Для любого жителя Абхазии семья – не просто звук. Это та основа парадигмы нашего культурного кода Апсора. И, конечно, тут с Российской Федерацией нас роднит не только какие-то политические определенные соглашения, а прежде всего глубокие культурные корни. Те вещи, тот ориентир, который ведет нас вперед, в единую общую историю. Я хочу поздравить вас всех с тем, что семья у каждого нам есть. И, конечно, очень здорово, что, имея семью, мы имеем возможность продолжать себя как этнос, как основа, как та база, без которой невозможно ничего. День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, приурочен к православному дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. На протяжении веков их союз остается символом душевной чистоты, преданности и согласия. Библейский текст всегда гласил и гласит и по сей день. Вот эта верность, не раздражительность, не мстительность и не быть вот в той ситуации, когда человек раздражается, а раздражается он от каких-то поступков неправильных. Надо воспитывать детей наших в этом духе благочестия и чистоты. И этот праздник в очередной раз доказывает, меняются эпохи и поколения, но семья остается тем незыблемым причалом, к которому хочется возвращаться всегда. Гугу Савардания, Камила Джопо, Абхазское телевидение. Галский район подписал соглашение о сотрудничестве с городом Сергиевым Посадом Московской области. Планируется взаимодействие по всем направлениям, главными из которых станут сотрудничество в торгово-экономической, гуманитарной, культурной сферах. Город Сергиев Посад является городом, который входит в состав Золотого кольца. В нем находится очень большое количество достопримечательностей, в том числе православных. И, безусловно, город отличается тем, что бурно развиваются такие сферы, как туризм, промышленность и сельское хозяйство. Это то, что представляет самый неподдельный интерес для Галского района, то есть реализация совместных проектов, в первую очередь, в сфере агропромышленного комплекса, возможности для привлечения туристов в район именно в части агротуризма и многое другое. В ближайшее время мы ждем достаточно представительную делегацию из Сергиева Посада. Безусловно, это будет глава города Оксана Владимировна Глухова. И в настоящий момент формируется состав делегации. В него обязательно войдут представители правительства Московской области и, возможно, представители депутатов городской думы, которые представляют Сергиев Посад. Мы намерены в ходе данного визита согласовать и определить основные направления для реализации положения соглашения побратимства, то есть разработать план мероприятий, который бы перевел наши взаимоотношения уже в практическую плоскость. Дополнительно хочу отметить, что для активизации инвестиционной активности в регионе мы также в ближайшее время, в настоящий момент ведется соответствующая работа и переговоры, в ближайшее время мы планируем подписать соглашение об побратимстве с городом Ярославль. В курорте Пицунда, кафе-баре «Парус» состоялся премьерный показ иммерсивного спектакля «Сны города Пицунды». Проект реализован при поддержке команды Абхазии в рамках конкурса «Гостеприимная Абхазия». На театрализованной экскурсии побывала и наша съемочная группа. Репортаж Лауры Капш. Люди
Люди в масках, свет, дым и загадочная музыка. Каждый элемент здесь обретает магическую силу. Сценические костюмы словно оживают, создавая атмосферу, где реальность и фантазия переплетаются. Сны города Пицунды — это больше, чем представление. Это путешествие во времени и пространстве, где каждый шаг раскрывает новую грань истории. Этот иммерсивный спектакль-экскурсия стирает границы между артистами и зрителями, превращая из наблюдателя в активного участника, где каждый момент становится частью чего-то большего. Однажды, когда пан играл на свирели, прилетела нимфа Питис. Спектакль переносит зрителей в разные эпохи истории Пицунды, от античной колонии до стратегической крепости и далее до современного курорта. На этой площадке оживают события прошлого, увлекая зрителей и представляя их вниманию интересную подачу исторических фактов. Имея животноводческий опыт на родине, Игумнов организовал доставку в Абхазию коров ярославской породы. Но все же основные силы сосредоточил на садоводстве. Баржами Игумнов возил с Кубани плодородный чернозем. Выписывал саженцы культур, которых в тех краях прежде не знали. Нужно было, чтобы был конфликт, чтобы была завязка, была развязка, чтобы была кульминация. И мы подумали и решили, что все-таки история Игумнова, она очень уникальна для самой постановки. И вообще в целом про историю Алахадзы, ведь этот поселок находится совсем недалеко от Пицунды. Стихотворение, которое звучит в нашем спектакле, стихотворение Баграта Шинкуба, то, что читает Игумнов, вообще его путь к счастью и его переосмысление жизни, начиная с конца XIX века Москвы, и как он оказался здесь, в Абхазии, и то, как его принял народ, и как он решил уйти все-таки ближе к простому народу, к общению простому народу, к плодородию, к земле. Наверное, это и спасло его, и трансформировало. Он захоронен здесь, и вот мы решили вспомнить о том, что был такой купец. Премьера спектакля состоялась в кафе-баре «Парус», расположенном на крыше одного из корпусов курорта. Выбор этого места не случайен, ведь оно связано с историей. В советское время здесь было многолюдно и весело. Саксофон, живая музыка – все это создавало атмосферу, в которой хотелось проводить свободное время. И мы очень долго думали, как же мы можем бар «Парус», казалось бы, бар, адаптировать под сценическое действие. Но нам это удалось. У нас есть несколько декорированных зон здесь, есть курортная зона. Мы собрали архивные материалы именно курорта Пицунды. Зритель гуляет, и вообще иммерсивный формат для зрителя – это свобода. То есть он не просто сидит, как в классическом театре, и смотрит спектакль, он именно взаимодействует с нашими артистами. И я думаю, что сегодня это удалось. Ребята справились с задачей, несмотря на то, что очень волновались. Ведь выходить, играть серьезную работу – это на самом деле очень сложно. Зрителей было много. После спектакля они очень долго не расходились, делились своими впечатлениями. Это что-то невероятное. Это совершенно не то же самое, чем читать путеводитель. Правильно подметил организатор. Дети показывают историю своего города. У меня пол спектакля наворачивались слезы, поскольку очень много параллельных функций и миссий этого проекта. Но если отбросить все эти формальности и условности, то это просто что такое нечто, куда погружаешься, и даже страшно аплодировать, чтобы не нарушить вот эту вот нить, которую дети построили и натянули. Что-то невероятное, у меня слов нет, поэтому я припиралась, чтобы дать отзыв, но это невероятно талантливые люди. Мы совершенно случайно сюда попали, и я максимально счастлива, что мы оказались именно в этот день, именно в этом месте. Я считаю, что этот формат нужно выносить на широкую публику. Это нельзя прятать. Вот я в восторге. Где я сегодня побывала, у меня вот мурашки до сих пор. И это сделано, мы ходим на театры, да, у себя, но там играют профессиональные актеры, а здесь играют дети, которых подготовили педагоги за какие-то 2-3 месяца.
Это реально, это же история. Вот мы ездили по экскурсиям, да, мы везде ходим, читаем. Но сегодня мы узнали... Вот мы хотели еще съездить на дачу Сталина. Да зачем это все нужно? Я увидела все здесь, все вживую. Это в России нужно показывать, чтобы вообще это низкий поклон всем организаторам. В общем, театральное представление мне очень понравилось. Я уже была в Гагре. Игра актеров очень интересная, постановка очень интересная. Проведение подобных мероприятий планируется на регулярной основе, отметила автор проекта, режиссер Владлена Цвижба. Стоит отметить, что к постановке данной театрализованной экскурсии готовились с мая месяца. Пришла идея сочинить именно эту историю. И вот мы подали заявку и выиграли этот конкурс. И самая, наверное, основная задача этого проекта, чтобы дети-подростки рассказывали историю своего любимого города. Дети, которые в летние каникулы забрасывают свои мобильные телефоны и приближаются к искусству, к актерскому мастерству, к поэзии. Мы вместе с ребятами здесь сочиняли эту историю. Здесь и сейчас осваивали актерское мастерство, сценическую речь, пластическое движение. «Сны города Пицунды» – это аналог проекта «Сны города Гагры», который уже 3 года работает в летнем театре Гагры. Проект реализован при поддержке команды Абхазии в рамках конкурса «Гостеприимная Абхазия». Лаура Капш, Адам Арджиня, Абхазское телевидение. В завершении выпуска расскажем о погоде. В четверг, 9 июля, в Абхазии ночью возможен дождь, гроза. Днем без осадков. Температура воздуха ночью 15-20, днем 23-28 градусов тепла. Температура морской воды плюс 25 градусов. На этом информационный выпуск Амши Кушара подошел к концу. Всего хорошего, до новых встреч!